Доброе утро, друзья! В эфире «Утро Калмыкии» и с вами Амуланга Чаданова. Я приветствую всех, кто просыпается вместе с нами. Важная составляющая хорошего утра – это крепкий, здоровый сон. Чтобы пораньше встать, необходимо, как мы все знаем, вовремя уснуть. А еще, если вы не знаете, как проснуться утром из-за тоскливых мыслей и депрессии, можно с вечера подготовить список приятностей, которые ожидают вас в течение дня. Включите на время утренних сборов свою любимую музыку, которая зарядит вас приятными эмоциями. Потянулись и разомнулись. Даже короткий комплекс несложных упражнений увеличит поступление кислорода в кровь, а значит придаст вам заряд бодрости. И мы не стоим на месте. Сейчас наступило время для постоянной рубрики «Зарядка». Внимание на экран! Доброе утро, Калмыкия! Меня зовут Кирмен, я инструктор Пордебра. И сегодня я вам покажу тренировку, мне поможет Геляночка. Я хочу сказать, что тренировка Пордебра доступна каждому, поэтому сами в этом убедитесь, это очень полезно, грациозно, свободно. Начнем стоя. Правой рукой делаем круг, открываем. Здесь работают плечевые суставы. Центр. Левой рукой. Наверх. Круг левой. Центр. Правой. Прямая нога. Наверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Правая рука в центр. 2. Правая на левую ладонь. На себя. Подворачиваем копчик, живот в себя, плечи внизу. Раскрываемся. Левая. Низ. 2 руки. Еще. Еще наверх. И вниз за ладонями. Мы закончили тренировку. Всем хорошего дня. Любите спорт, занимайтесь спортом. Это классно.
Мы приветствуем тех, кто, возможно, только что проснулся и присоединился к нам. С одной стороны, грустно, что лето закончилось, а с другой стороны, это совсем не повод вешать нос, ведь впереди нас ждет не менее прекрасная осень. Давайте продолжим задавать настроение предстоящему дню. Полезный завтрак также отвечает за качество утра. Рецептом вкусного завтрака с нами поделится Алтынгирел Авяева. Всем доброе утро, меня зовут Алтынгирел, и сегодня мы с вами приготовим тортилью из кабачков. Нам понадобится кабачок, половинка кабачка в нашем случае, зелень и яйцо. Берем кабачок и натрем на терке, прям вместе с кожуркой. Вот он, наш кабачок. Теперь добавляем яйцо, солим по вкусу, можно перца добавить. Взбиваем и добавляем нашу зелень. Все это вместе перемешиваем и добавим кабачок. Перемешиваем. Вот такая красивая смесь у нас получилась. На разогретую сковородку добавим растительного масла. Добавим нашу смесь, распределим по поверхности сковороды и обжариваем по 5 минут с двух сторон нашу тортилью на слабом огне. Ну вот, до такой золотистой корочки обжарим с другой стороны нашу тортилью. Наша тортилья из кабачков готова. Сейчас мы ее украсим. В моем случае это будут помидорки черри. Тортилью из кабачков я предлагаю вот так подавать вместе с йогуртом. Греческий йогурт. Желаю всем доброго утра, вкусных завтраков и хорошего настроения. А мы продолжаем. Меня зовут Валерия Буваева. Рада представить вам нашего гостя Эльза Сельвина, актриса Калмыцкого государственного театра кукол «Джангар». Доброе утро, Эльза. Доброе утро. Здравствуйте. Расскажите немного о себе. Ну, что о себе может рассказать актриса? Я люблю театр. И, пожалуй, это самое громкое, значимое событие в моей жизни, потому что вся жизнь у меня театр. Я посвятила большую часть сцене и надеюсь, что остаток своей жизни проведу на сцене. Может быть, чуть-чуть в гримерках, а все остальное как бы в основном на сцене. Вернемся тогда к истокам. Вообще, как вы пришли к театру? С чего началось? Вы мечтали с детства стать актрисой? А вот здесь вот я немножко заверну, да, здесь начинается самая интересная история для меня, по крайней мере, потому что сейчас у меня пошел такой виток, когда я пришла в Калмыцкий государственный
театр кукол «Джангар», который очень скоро откроет свои стены для зрителей, свои двери для зрителей, откроются эти двери на улице Джангара, в том здании, где некогда был театр юного зрителя. В 2001 году случился в Республике Калмыкия такой нашумевший в то время спектакль и мюзикл «Стая», в котором мне посчастливилось принять участие актрисой массовых сцен. Я окунулась, подглядела так чуть-чуть, узнала, что это что-то интересное, это такое все волшебное, это все обладает какой-то магией. И такая подумала, наверное, да, это вот то, чем было бы здорово заниматься всю жизнь. И потом так случилось, что я пришла в Национальный драматический театр, много лет провела там, получила очень много хорошего, доброго опыта, много знакомств, много поездок, фестивалей, гастролей и, конечно же, хорошей драматургии, режиссуры. Как бы так вот выросла немножко. А сейчас, получается, я возвращаюсь на свою первую сцену, не здание одно и то же, а в другом статусе, в другом возрасте, в другом внутреннем состоянии, желание развиваться. Оно как бы привело меня к тому, что я решила начать все почти что с нуля и в то же время с нового, ну как это правильно выразиться-то, да? Застеснялась, занервничала, видишь ли, с нового как бы круга. «Стая», получается, это ваш первый спектакль. Да. А какой самый запоминающийся? Может, были какие-нибудь интересные истории? Историй было очень много, я надеюсь, что еще впереди будет еще больше интересных, запоминающихся. Каждый по-своему запоминающийся. И первая роль запоминающаяся, и первый выход запоминающийся, первые оценки критиков запоминающиеся. И сказать вот так вот, что что-то отдельное отмечаешь, язык не повернется сейчас. Может быть, была бы моложе, наверное, что-нибудь и сказала бы. А так, сейчас я думаю, что все, что вот там есть, вот там за этими вот двумя плечиками, это все прекрасно. Даже если это было иногда грустно и печально, когда, вот, допустим, хочешь какую-то роль, и вот прям ждешь, что вот назначение, сейчас режиссер тебе даст эту роль, и ты так, а ее отдают другой актрисе, а тебе дают другую, тоже интересную роль, хорошую, но хочется же другого. Ну, все равно, а потом, когда работаешь, берешь какой-то другой ракурс, смотришь на это уже под углом, ну, как это, в финале уже думаешь, как клево, что я вот здесь, вот на этом месте, а не на том, вот как-то так. Какую роль хотелось бы сыграть и какие роли вам нравится больше играть? Может, отрицательных героев или положительных героев? Не могу сказать, что что-то... Нет, вернее, есть роль, которую я хочу сыграть. Их даже несколько. Не знаю, вправе ли я их сейчас озвучивать, потому что у нас процесс идет. Так как театр новый, мы готовим новый репертуарный лист, новые спектакли, новые задумки, новые инсценировки, которые сами в некоторых местах там пишем, где-то что-то как-то там, да. Поэтому как бы постесняюсь озвучить, да. Да. Единственное, что могу озвучить, о том, что сейчас я, так как это театр кукол, здесь возможно все. Мы готовим сейчас к открытию театра, к премьере готовим спектакль, о котором, наверное, не знает каждый ребенок, каждая девчонка, каждая мама, «Золушка». И мне режиссер Алексей Сарангов доверил очень сложную, серьезную роль мачехи.
Я такая, я дома, значит, пытаюсь постичь все, все углы, все грани этой достаточно сложной роли. Почему? Потому что в драматическом театре, когда ты играешь живым планом, ты можешь всю палитру внутреннего переживания и в пластике выразить, и в мимике, и как-то так, да. А в кукле это немножко сложнее. Она ограничена в эмоциях. Казалось бы, с одной стороны, да, у нее, допустим, недвижимое лицо и пальцы не сворачиваются, допустим, как то. Но, тем не менее, эта же кукла может позволить себе то, что не может живой артист. Она может летать, она может порхать, она может делать волшебство из ничего. И это будет оправдано, потому что это кукла. В этом такая магия, которая меня привлекает, и, конечно, я рада, что эти новые опыты приходят ко мне и так переворачивает мое актерское сознание немножко так. Немножко чувствую себя даже студенткой, как будто бы, потому что как будто бы учишься чему-то новому. А профессия актерская, она же такая, как у врачей, у педагогов, учителей, да, вот мы должны постоянно учиться чему-то новому, не стоять на месте, развиваться. И это такой приятный момент, связанный с открытием Государственного театра кукол «Джангар». Есть такой стереотип, что творческие люди довольно суеверные. Конечно. Есть ли у вас какие-нибудь талисманы или ритуалы перед выходом? Ой, Валерия, какая вы хитрая. Вот я сейчас прям возьму и всей калмыкии расскажу. Конечно, расскажу. Ну, суеверия, они, конечно, со временем немножко меняются, или же, наоборот, приобретаются. Некоторые, как все это отметаются там. Раньше, когда ты только приходишь в театр, такая неопытная, и вот есть такое суеверие, что если текст роли нечаянно, не дай бог, уронила куда-то на пол, все, ты обязан, это такое общее такое, да, посидеть на нем пятой точкой, и только потом ты имеешь право его поднимать с пола. Почему-то считается, что если ты этого не сделаешь, то все, роль провальная. Либо ты забудешь текст, или что-то там еще, в общем, как-то так. А сейчас я уже, конечно, понимаю, что ты имеешь право эту роль ронять даже, хлыстать или там что-то там на полке ее забывать. Самое главное, ты должна ее выучить. У вас не возникают сложности учить роли? Конечно, возникают. Более того, бывают такие случаи, что и забываешь на сцене. От этого никто не защищен. Это как на экзамене. Просто каждый раз ты выходишь на сцену, как на экзамен. И вот бывает такое, что выучил же билет, знаешь точный ответ, а ты выходишь от волнения, может что-то там забыться или перевернуться в голове, и неправильно термин какой-то подастся. Ну вот как бы от этого никто не защищен. Конечно, бывают такие казусы, когда ты, допустим, забываешь тексты, хорошо, если рядом стоит партнер, который может тебя поддержать и даже вывернуть это все в какую-то добрую такую шутку. А бывает так, что форс-мажорные ситуации, когда, допустим, ввели актера, и он еще не очень партнера, вернее, да, и вот, допустим, актер заболел или вынужден там что-то там, в общем, вместо у него кого-то ставят. И он не уверен в роли, и он ждет от тебя реплику. И вот тогда если ты что-то забыл, это все стыд, позор. И все это потом самобичевание и вот просто самоуничижение полное. Эльза, насколько я знаю, вы прошли кастинг на роль в фильме. Расскажите немножко об этом. Да. А кто такую информацию вам слил? А по секрету сказали? Так, я думала, об этом знают только раз, два, три, все. Ничего себе. Ну, не то чтобы я прошла, это еще процесс. Это все-таки еще процесс, потому что
В общем, у нас две актрисы, две исполнительницы, мы дублируем друг друга, и очень, очень приятно, что мы две подруги, две однокурсницы, и мы знаем друг друга много лет, поддерживаем, и когда случился этот кастинг, мы как бы не знали, что обеих приглашают на одну и ту же роль, и когда все случилось, это Баирта Манджиева. Я такая думаю, как клево, хорошо, что это Баечка. Потому что отдать кому-нибудь другому роль было бы обидно. Ну, так как это Баечке можно. Это талантливая девушка. Она поэт, актриса, певица. И, наверное, один из самых лучших людей в моей жизни. И человек, который снимает фильм, Ирина Мандрыкина, она начинающий режиссер, и это ее дипломная работа. От этого немножко, конечно, волнительней, вдвойне-втройне. Почему? Потому что, ну, для самой как опыта как такового-то нету опыта. Ну, я-то все-таки театральная актриса, это большая разница, и боишься подвести человека, поэтому очень переживаю. Расскажите, как проходил кастинг, как с вами связались, возможно, и где он был? Это было везде. Ну, в плане, несколько локаций было, в основном это вот где-то там. Ну, самые интересные съемки проходили в поселке Кигульта, там, не доезжая до нее, небольшая стоянка, такая точка, куда приехали режиссер, оператор и мой как бы партнер по сцене. И когда ты работаешь в декорациях на сцене, со светом, со звуком, когда ты знаешь или там где-то там предполагаешь что-то, это, конечно, другая ситуация, так более привычная. А здесь в качестве декорации солнце, небо, степь, любимая, родная, но когда вот в таком опыте она предстала как будто бы даже не помогала, как будто бы даже такая, она проверяла такая меня. Так. Идешь так по ней, думаешь, колючка, идешь так дальше, так, трава, так, залезла там, поцарапалась, и на все это обращаешь внимание. А когда обычно гуляешь по степи, да, там, бежишь там с собачками, там, с барашками, не обращаешь никогда, потому что это степь, родная, да, любимая твоя. А тут, конечно, от волнения все кажется таким, в общем, испугалась я сильно. Эльза, когда ожидается первая премьера в стенах кукольного театра «Джангар»? Когда ожидается? Вот прям вот точно сказать, вот 7 октября такого, сейчас у меня язык не повернется. Мы сами в ожидании, мы до такой степени, у нас труппа такая нетерпеливая немножко складывается. У нас молодой режиссер Алексей Сарангов, у нас новый коллектив, добрая половина этого коллектива совсем юные, талантливые ребята, мальчишки и девчонки. И мы все, конечно, в ожидании, когда же. Сейчас там идет ремонт, скажем так, уже некоторые завершающие штрихи. Мы даже ходим туда на субботники, потому что нам нетерпение такие, да, быстрее, сами там пойдем так, что-нибудь потрем, чтобы давайте уже все, и поехали уже на сцену, там, зрителя запускать, вот как бы в ожидании все. Поэтому мы, это ожидание, оно непростое, оно очень волнительное и плодотворное. Эльза, спасибо большое за такую потрясающую, интересную беседу. У вас есть возможность пожелать нашим телезрителям доброго утра. Утро пускай будет очень добрым, очень ярким, очень насыщенным, и пускай и день после этого утра будет таким же добрым. Всего хорошего вам!
Дорогие телезрители, пусть сегодня непременно принесет вам удачу и счастье. Вы знаете, что наступающие выходные богаты на события. Завтра отмечается День города. В этом году нашей степной столице исполнится 156 лет. Традиционно праздник отмечается в третью субботу сентября. В городе пройдут многочисленные развлекательные мероприятия. Жители смогут гулять по городу, смотреть выступления музыкальных коллективов, посетить кафе и рестораны. В конце праздничного дня в ночном небе вспыхнет красочный фейерверк. А сейчас к актуальным событиям этой недели. Не переключайтесь. Глава Калмыкии Бату Хасиков встретился с лидерами рейтинга приложения «Вверх в Калмыкии». В рамках встречи глава региона вручил лидерам рейтинга благодарственные письма и подчеркнул, что рад, что в республике много таких людей. Это люди, которые активно участвуют в жизни республики, и каждый на своем месте делает что-то полезное. Они помогают нашей малой родине преображаться и благоустраиваться, и их по праву можно отнести к кадровому резерву Калмыкии. Наш настрой, независимо ни от чего, стремится быть полезными для нашей республики, отметил Бату Хасиков. Элисте 156 лет. Традиционно в третью субботу сентября в Элисте отпразднуют День города. В связи с рекомендацией Роспотребнадзора программа мероприятий будет не такой насыщенной, как было запланировано ранее, сообщает пресс-служба администрации степной столицы. 18 сентября в 8 утра жители и гости Элисты смогут посетить сельскохозяйственную ярмарку на Восточном рынке в первом микрорайоне. В 10 часов в Южном районе запланирован запуск воздушного шара с поздравлением жителей. В полдень в Парке Победы пройдет молодежный фестиваль «Элиста Урбан Фест». Также в этот день состоится торжественная церемония вручения ключей от новых пассажирских автобусов. Ну а завершит программу традиционный праздничный фейерверк. Кроме того, с 17 по 19 сентября в разных частях города также развернутся праздничные мероприятия на открытом воздухе с соблюдением ограничительных мер. В 2022 году из Элисты планируют открыть субсидированные рейсы в 6 городов. На сегодняшний день из бюджетов 2 уровней финансируется выполнение полетов по 5 направлениям: Ростов-на-Дону, Минеральные воды, Сочи, Санкт-Петербург и Москва. В 2022 году планируется запуск прямых авиарейсов еще по 2 региональным направлениям – в Казань и Самару. Перелеты будут осуществляться на условиях софинансирования из бюджета республики. На это направят около 140 миллионов рублей. Отмечу, Москва будет исключена из перечня субсидируемых региональных перевозок. Рейсы будут осуществляться исключительно на коммерческой основе. У нас реконструкция действующего аэровокзала будет завершена весной будущего года. Будет включать в себя замену багажной ленты, реконструкцию существующих помещений, увеличение площадей вдвое, увеличение пассажиропотока вдвое, увеличение стоек с 2 до 5, строительство помещений для duty pay, строительство отдельного помещения для VIP-сопровождения, для возможности пользоваться всякими системами типа Priority Pass. И при увеличении пассажиропотока до 200 тысяч в год планируется в 2024-2025 годах проектирование и строительство нового аэровокзального комплекса. В Калмыкии продолжается строительство нового здания целинного дома-интерната для престарелых и инвалидов. Новый объект возводится в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». В настоящее время завершена кладка кирпичных стен и перегородок всех этажей, а также произведено перекрытие этажей железобетонными плитами. Проводятся кровельные работы. По поручению главы Калмыкии строительство объекта на личном контроле профильного министра Марины Ользатиевой. Напомню, в проекте нового здания дома-интерната предусмотрены комфортные условия проживания, в том числе и для маломобильных граждан. Как отметила министр социального труда и занятости Калмыкии Марина Ользатиева, в рамках разработки проектно-сметной документации предусмотрено также оснащение современным технологическим, медицинским, реабилитационным, физиотерапевтическим оборудованием, что позволит повысить качество услуг и расширить их перечень, внедрить новые формы и виды обслуживания.
Друзья, ну а мне пришло время завершать свой утренний эфир. Но на этом я не прощаюсь, а говорю до следующего свидания. Смотрите нас по будням каждое утро. Ну а сегодняшний день пусть будет удачным и продуктивным. Пока-пока.